Наш эфир начнем с брифинга о подготовке к отопительному сезону на территории республики. Предлагаем послушать. На сегодняшний день предприятием реализованы все мероприятия, связанные с подготовкой к отопительному сезону нашей республики. В рамках ремонтной программы предприятия в этом году у нас заменено ветхих аварийных сетей порядка 50 километров, 81 новый котел заменен и 131 заменен насосно-тяготовое оборудование. Сегодня в целом, если говорить по предприятию, то мы эксплуатируем 630 котельных, они сегодня полностью у нас готовы, и около 3000 инженерных сетей тепловодоснабжения, сети водоотведения. Поэтому это дало нам успешно начать отопительный сезон. Отопительный сезон мы стартовали традиционно 8 августа в наших отдаленных арктических районах, это в Алайховском районе. Ну и тоже один из последних у нас запускается южные наши районы, это 11 сентября мы запустили наши теплоисточники в Алюкминском районе. Поэтому на сегодняшний день всем нашим потребителям, это более 23 тысяч жилых домов, жилого фонда, и более 1000 объектов социального назначения, школы, больницы, детские сады, спортзалы, клубы. Сегодня отопление у нас на все объекты подано. Также в рамках ремонтной программы мы тоже готовились к долгой, непростой зиме, поэтому у нас подготовлены на наши объекты жизнеобеспечения, это на котельных, на водозаборных объектов, резервные источники питания электроэнергии. На случай аварийного отключения электроэнергии, чтобы наши резервные дизель-генераторы подали нам на временный период, на период ликвидации этой аварийной ситуации, электропитание на наши жизненно важные объекты. В целом отопительный сезон начался успешно, поэтому и ремонтная программа была реализована тоже своевременно. Своевременно доставлены у нас и продукция технического назначения, так называемые страховые запасы резервные, на случай аварийных ситуаций. Ну и по селу Жиганск, у нас котельные, которые в новогодние праздники работала со сбоями, то в этом году мы провели на этой котельной 65 лет Великой Победы реконструкцию. И всего мощность котельной 24 мегаватт, там установлено 8 котлов. В летний период капитальный ремонт провели на 4 котлах, и 4 котла полностью заменили на новые котлы. Конечно, это увеличит надежность и функционирование данного объекта. Далее в эфире «Итоги дня», в студии Петр Васильев. Коротко о самых заметных событиях уходящего вторника. Строительство Ленского моста набирает обороты. На левом берегу бетонирует Ростверк 4-й опоры, на правом заработала 2-я буровая установка. Национальная библиотека Якутии празднует вековой юбилей масштабным форумом. 4-й международный библиографический конгресс стартовал в столице. Самое массовое новоселье пришло в Ленск. Десятки семей получили заветные ключи от квартир по программе переселения граждан. Мамонтенок Яна возвращается домой. Уникальный палеонтологический объект доставили с полей Восточного экономического форума. Состоялся Кубок Москвы по масс-рестлингу. Турнир, посвященный Дню города, завершил летний спортивный сезон на площадке МВДНХ. Строительство Ленского моста набирает обороты. На левом берегу бетонирует Ростверк 4-й опоры, на правом заработала 2-я буровая установка. Работы идут параллельно сразу на нескольких участках, включая сборку крупнейшего кофердама для центрального пилона. После статических испытаний свайного основания опоры номер 4 на левом берегу строители приступили к возведению Ростверка. На текущий момент выполнения его армирования и бетонирования 2 следующие опоры номер 5 и 6 также успешно прошли испытания нагрузкой. В ближайшее время начнется возведение их ростверков. Продолжается и отсыпка земляного полотна автомобильного подхода к федеральной трассе Лена. На площадках строительства задействовано около 240 человек и 70 единиц техники. В этом году в Якутии продолжится реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов страны, входящих в состав ДФО.
Сегодня в ходе совещания был обсужден ход реализации программы. В частности, рассмотрели строительство культурного парка в Нерюнгри, благоустройство общественных территорий и кассовое освоение выделенных средств. По итогам совещания заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников поручил ускорить темпы работ для своевременного выполнения федерального проекта и обеспечить контроль за расходованием бюджетных средств. Сегодня мы собрали отстающее муниципальное образование по реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни. Комфортная городская среда». У нас в целом в 2025 году 51 объект, из них 41 общественное пространство должно быть реализовано в рамках субсидии регионального проекта и 10 победителей всероссийского конкурса. Наша задача максимально завершить объект национального проекта «Инфраструктура для жизни», поэтому мы работаем с нашими муниципальными образованиями, даем им рекомендации, работаем с подрядчиками, с поставщиками для того, чтобы вовремя завершить работы. Самое массовое новоселье пришло в Ленск. Десятки семей получили заветные ключи от квартир по программе переселения граждан из ветхого жилья. В сентябре здесь дадут сразу 4 девятиэтажных дома. О том, сколько ленчан обзавелось новым жильем и какие условия для них создали, расскажут наши коллеги. Заветный золотой ключик сегодня вручат каждому жителю этой новенькой девятиэтажки. Несколько лет ожиданий и, наконец, свершилось. Ленчане получат долгожданные квартиры по программе переселения граждан из ветхого жилья. Связка ключей с праздничной лентой ожидает своих хозяев. Через мгновение участники программы переселения откроют не только двери в новый дом, но и новую главу в жизни. Я желаю, чтобы в каждой квартире этого дома был достаток. В течение сентября жители 220 домов города въедут в новые квартиры. Второй этап программы переселения включает микрорайон Разведчик, Мухтую и центральную часть города. В республике Ленск занимает одну из лидирующих позиций по числу расселенного ветхого жилья. В этом году мы заканчиваем второй этап программы. Мы сдаем 4 девятиэтажных дома. Это, как правило, рекорд у нас. Такого не было. Всего общая квадратура порядка 21 тысячи жилой площади квадратных метров мы в этом году ведем в эксплуатацию и заселим наших жителей. В 2016 году Рима Яралова с семьей исполнила мечту. Купила двухкомнатную квартиру в ипотеку. Выбор пал на уютную деревяшку в центре. Квартиру подбирали так, чтобы дочери было удобно посещать кружки. Но через несколько месяцев планы изменились. Дом признали аварийным. Прошу вас в мою новую квартиру. Пройдем на кухню. Начнем с кухни. У меня солнечная сторона. Прекрасный вид. У меня золотая середина, 5-й этаж. Квартира порадовала планировкой. Компактная кухня, просторные комнаты, раздельный туалет и ванная. Главное украшение – красавица Лена, полюбоваться которой можно, не выходя из дома. Я мечтала, чтобы у меня именно окна выходили на речку, на лес, на горы. То есть я об этом мечтала, так скажем. Мечта сбылась? Мечта сбылась, мечты сбываются. Рима отметила, в 2016 году про программу переселения никто не знал. И вот спустя 9 лет ожидания прописка в деревяшке сменилась на апартаменты в новостройке. Эмоции, конечно, волнительные. Все-таки не каждый день получаешь ключи от квартиры, от новостройки. Тем более такой дом. Мне дом очень понравился. Здесь как-то уютно, комфортно. Если начиная даже с улицы, как я уже ранее говорила, что мне нравится спортивная детская площадка, то есть вокруг дома благоустройство, сквозные двери, то есть можно попасть в свой подъезд как и с той стороны, с проезжей, как и со двора. Поэтому я довольна. Ну и планировка тоже, в принципе, меня устраивает. Квадратура чуть больше, чем предыдущая наша квартира. Жилой дом рассчитан на 118 квартир. Для удобства жильцов предусмотрены просторные подъезды и лифт. Переселенцы получили не только новые квартиры, но и благоустроенное пространство для жизни. Во дворе дома расположились игровой корт, детская и спортивные площадки. Рядом с подъездами разместили лавочки и урны для мусора. В ближайшее время в дома по соседству заселятся еще сотни семей. Пусть бережное отношение к обретенному дому станет залогом долгой и счастливой жизни для всех новоселов. Виктория Назина, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край».
В Якутске в одном из детских садов появилось современное футбольное поле. Объект построили в рамках программы поддержки местных инициатив. Новый спорт-объект уже стал излюбленным местом для игр и тренировок воспитанников. Подробности расскажет Даяна Федорова. Маленькие футболисты с самого утра спешат на новую спортивную площадку. Футбольное поле с искусственным покрытием появилось на территории детского сада номер 45 «Земляничка» благодаря программе поддержки местных инициатив. Собрали мы группу рабочую, сделали проект и подали заявку. Когда узнали, что мы выиграли, мы были очень счастливы, прыгали, скакали, что это есть, это будет. Ну и вся работа у нас началась, крутилась, завертелась. И за короткий срок, за август месяц, они нам построили наше чудо, наше маленькое футбольное поле. Всего в детском саду насчитывается 560 воспитанников. Теперь у них появилась возможность не просто играть на свежем воздухе, но и делать первые шаги в спорте. Я люблю играть в футбол с друзьями. На футбольном поле еще играем в баскетбол. Нравится. Программа поддержки местных инициатив реализуется в Якутии с 2017 года. За этот период по всей республике возведены порядка 2500 объектов. На реализацию направлено более 5 миллиардов рублей. Наша программа – это как живой организм, она развивается. Поэтому в процессе реализации мы внедряем различные инновации, новшества. Вот, например, этот год у нас юбилейный, который посвящен 80-летию Победы. И в этом юбилейном году у нас более 20 проектов будут реализованы по всей республике, которые посвящены 80-летию Победы. Программа продолжит и дальше менять облик республики. Напомним, что ППМИ реализуется Министерством финансов Якутии. Программа создана для софинансирования проектов развития общественной инфраструктуры. Даяна Федорова, Иван Сракаумов, Якутск. Общественная палата Якутии подвела итоги наблюдения за выборами. Более 600 обученных наблюдателей обеспечивали прозрачность голосования в 32 районах республики. Наблюдение за ходом обеспечивалось по всему региону, от самых восточных районов республики, живущих в трехчасовых поясах, до Якутска. Муниципальные выборы в единый день голосования прошли открыто, гласно и без серьезных нарушений. Об этом заявил председатель Общественной палаты республики Станислав Иванов. В режиме реального времени отслеживали ситуацию, поддерживали связь с бригадирами, с отдельными УИКами, с наблюдателями, которые отправляли информацию, как у них обстоят дела, имеются ли нарушения на избирательных участках. Но наши наблюдатели общественные проходили заранее обучение, поэтому они были готовы ко всем нюансам, которые могли бы возникнуть. Филиал Фонда «Защитники Отечества» по республике продолжает работу по сопровождению демобилизованных военнослужащих, семей погибших и без вести пропавших. Оказывается помощь в обеспечении адаптивной одеждой, средствами реабилитации и спортивными протезами. Проводится адаптация жилья для инвалидов. С прошлого года выдаются автомобили с ручным управлением для военнослужащих с ампутацией конечностей. Также продолжаются и выплаты по указу президента. Поддержку уже получили более 130 человек. На учете филиала фонда находится 198 инвалидов. Проводится работа по выявлению нуждаемости и обеспечению средствами технической реабилитации, не входящей в федеральный перечень. Это спортивные протезы и спортивные кресла-коляски для ведущих активный образ жизни и желающих заниматься спортом. Обеспечению ТСР подлежат 20 инвалидов, участников спецопераций. 20 заявок направлены в центральный аппарат на рассмотрение, из них 16 заявок одобрены. Обеспечили 2 военнослужащих с инвалидностью электрическими креслами-колясками с высокой проходимостью. 13 инвалидов обеспечили спортивными протезами. Национальная библиотека Якутии празднует вековой юбилей масштабным форумом. 4-й международный библиографический конгресс стартовал в столице. Его участников поприветствовал Айсан Николаев. Глава республики наградил работников библиотечного отдела, а также объявил о запуске нового проекта «Семейная библиотека. Сила книги».
Цифровая коллекция классических произведений и мировых шедевров будет доступна всем жителям Якутии. Всего же за 3 дня в Конгрессе примут участие эксперты из 16 стран и 81 региона России. В центре внимания тенденция развития библиографии, роль библиотек в цифровую эпоху. Моя секция будет, где я буду принимать участие, это секция по искусственному интеллекту и представления, связанные с искусственным интеллектом, поскольку занимаюсь я этим вопросом. Развиваем направления, связанные с будущим библиотек в той среде, которая будет связана с применением искусственного интеллекта. Поэтому я думаю, что заседания будут очень интересными, насыщенными. Ну и, конечно, мы ждем дискуссии, потому что брать искусственный интеллект от коллег и не преобразовывать его, конечно, нужно преобразовывать, нужно изучать, нужно знать, как он работает. Один из треков стартовавшего Конгресса «Дни иностранки». Тему продолжит Лилия Бурцева. Дни иностранки – это специальное событие в рамках Конгресса. На мероприятии были представлены уникальные результаты междисциплинарного исследования этнокультурного и духовного родства индейских народов Латинской Америки с народами Сибири и Дальнего Востока. Это очень большое знаковое событие. Почему? Потому что, я считаю, это имеет историческое значение. Не каждый день, не каждый год в нашу республику приезжают такие большие эксперты, ученые с главных библиотек пространства СНГ и нашей страны. Также отрадно то, что сегодня здесь, в этом конгрессе, принимают участие практически все наши коллеги, библиотекари со всех районов нашей Якутии. Мы очень надеемся, что работа принесет нам очень хорошие результаты. В ходе работы Конгресса обсуждаются сохранение культурного наследия и языкового многообразия, а также цифровая трансформация и роль искусственного интеллекта в библиографической деятельности. На мероприятии зарегистрировалось более 1000 человек, из которых очно принимают участие около 500. В режиме онлайн выступят представители 16 стран и 85 регионов России. У нас будут работать 13 секций по библиографическим направлениям, и в том числе по детскому чтению, и 3 очень больших мероприятия. Это пленарная сессия, которая сегодня будет проходить в Театре оперы и балета, потом сессия по искусственному интеллекту и по языковому многообразию в Доме правительства. За 3 года работы проект побывал во многих уголках России и впервые прибыл в Якутию. Напомним, мероприятие продлится до 19 сентября. Лилия Бурцева, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутск доставили уникальный палеонтологический объект «Мамонтенок Яна» возрастом более 130 тысяч лет, впервые представленный широкой публике на 10-м Восточном экономическом форуме во Владивостоке. После завершения форума специалисты осуществили сложную процедуру упаковки и транспортировки находки обратно в республику. Ученые подчеркивают, демонстрация Яны имеет значение не только для форума, но и для всей мировой науки. Имя «Мамонтенок», напомню, получил в честь великой северной реки Яны, символизируя связь с землей, сохранившей его на протяжении тысячелетий. Ну а в Ленском историко-краеведческом музее появился новый экспонат – древний человек, добывающий огонь. Его ждали с 2023-го, но творческий процесс был завершен только в этом году. Добрался до места он 1 сентября. Фигура уже установлена на подиум, осталось дооформить экспозицию. Несомненно, новый экспонат станет одним из центральных объектов в новой музейной программе, позволит наглядно показать и рассказать об истории развития человечества, познакомить с бытом и культурой древних людей, а также основными этапами эволюции наших предшественников. Данная фигура вообще изготовлена из высококачественного материала. Внизу, то есть основанием этой фигуры является металлический каркас. Сверху покрыт он высококачественным силиконовым материалом. Набивка набита он для более выразительности полиуретаном. Поэтому он наглядно такой вот правдоподобный человек. Также одет он в шкуру оленя, что придает ему больше реалистичности. Ну а Саха-академический театр имени Платона Юнского открывает юбилейный 20-й сезон. 18 сентября театр распахнет свои двери для зрителей спектакля «Мать» по мотивам произведения классика мировой литературы Карла Чапека. Но театр тем временем продолжает радовать зрителей своими предыдущими спектаклями. В репертуаре сохраняются несколько популярных спектаклей, успешно представленных в прошлом сезоне. Билеты можно приобрести в кассах театра и на официальном сайте. Действуют социальные скидки, а также доступна оплата по пушкинской карте. Для студентов предоставляется скидка в 25%, нужно всего лишь предъявить студенческий билет.
Айсан Николаев встретился с основателем якутской анимационной студии УУ Николаем Кудриным. Николай показал главе республики проекты, над которыми сейчас работают мультипликаторы. В разработке у студии коллаборация с известным блогером Панда Саха. Манга с покорившим соцсети якутянином выйдет уже в декабре, а в ближайшие несколько лет зрителю презентуют аниме-сериал «Меню приключений», где Панда Саха станет одним из персонажей. Напомню, студия «Резидент Квартала труда», аниматоры занимаются созданием мультфильмов, вдохновленных якутской культурой. По итогам встречи Айсан Сергеевич сказал, что хорошо, в правильном русле идем. Анимация сейчас также влияет, как и фильмы, и то, что наша анимация, она как бы не имеет своего языка, то есть это каждый ребенок может понять через анимацию информацию, любую информацию. И мы, в свою очередь, рады, что он поддержал наш проект. В Якутске прошла премьера документального фильма Милы Кудряшовой «Мозг. Традиция. Мечта». Единственный показ состоялся в культурном центре «Сергеляхские огни». Фильм создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его снимали в Якутске, Москве, Курске и Казани. Лента объединяет сразу 3 новеллы о людях искусства и культуры. Идея этого фильма зрела очень давно, наверное, с первого моего фильма, когда я снимала про кризисы. Тогда пришла идея снять о мечте, но прошло больше 10 лет, когда он состоялся. И мой соавтор идеи – это Валентина Романова-Чискырой. На ее фильме «Чискырой» мы задумали эту идею. Этот фильм про то, как сбываются мечты, что такое новые технологии и как нам выжить в мире, когда надвигается искусственный интеллект, что нас спасет и что нас приведет к нашим мечтам. На всероссийских соревнованиях «Путь воина» стартовал первый соревновательный день. В полуфинальной схватке сошлись команды Хабаровского края и Якутии. Какие эмоции участников битвы и что оказалось наиболее сложным, знает Вероника Таюрская. На полигоне 5 на 5 километров развернулись боевые действия. В главных ролях курсанты Центра «Воин» из Хабаровского края и Якутии. Их главная цель – обнаружить и обезвредить группу противников в лесном массиве, используя при этом лазертаг и винтовки. Для обнаружения соперника у каждой команды имеются карты, GPS-трекеры и беспилотники. Ждали 6 часов, лежали, кушали. Потом сказали, если вы сейчас не встанете и не пойдете, то дисквалификация, сказали. Мы пошли, говорили, куда идти примерно. И шли. И вот первое столкновение произошло в болоте. Там пострелялись. Сразу -2 дали. И они закричали что-то, типа обход делаем. А мы услышали это и сказали, круговые обороны заняли и начали обстрелять. В командах «Амурские воины» и «Батур» помимо стрелков входят операторы БПЛА, стрелок, санитар и снайпер. Всего в отрядах по 12 участников, из которых 2 запасных. Мы вышли из густого леса, густой лес. Как только у нас вышли, группа, там колонна двигалась, как только вышли, нас сразу, один у нас погиб. Группа начала действовать. В итоге группу все перебили по группам. Команде соперник хочу передать большую благодарность за игру, свое уважение, извинения за то, что я как-то не так, может, себя повел. Развитие патриотизма и навыков в области военной подготовки. Вот главная цель военно-тактических соревнований «Путь воина». Инициатором проекта выступил зампред правительства России, полпред президента страны Юрий Трутнев. Само соревнование «Путь воина» проводится Федеральным центром войн и Федерацией боевого снайпинга России. Такие игры, они очень нужны. Как говорят, новое – это хорошо забытое старое, потому что в нашей стране таких игр было очень много в советский период. Но после распада все сошло как бы к минимуму. Но сейчас очень отрадно, что идет возрождение вот таких традиций наших отцов, дедов, прадедов. И, будем смотреть, болеть за наших. Кто победит, тот достоин высокого звания победителя. По итогам игры обе команды показали высокий уровень подготовки. В среду, 17 сентября, в битве сойдутся Волгоградская и Тюменская области. Финал же пройдет в пятницу, 19 сентября. А торжественное награждение и подведение итогов пройдет в субботу, 20 сентября. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск.
Состоялся Кубок Москвы по масс-рестлингу с участием студентов, ветеранов и действующих атлетов столичного региона. Турнир, посвященный Дню города, завершил летний спортивный сезон на ВДНХ. В крупнейшем выставочном центре уже третий год проводятся мастер-классы по якутскому национальному виду спорта, перетягиванию палки для москвичей и гостей столицы. В планах Московской Федерации организация презентационных турниров по масс-рестлингу среди сотрудников МВД в спортивном центре «Динамо». До конца года также пройдет и чемпионат Москвы, который станет отборочным для сильнейших масс-рестлеров в состав сборной столицы. Добавлю, в следующем году чемпионат России по масс-рестлингу пройдет в Нерюнгре. Этот сезон был очень удачный, я считаю. Во-первых, мы зарекомендовали себя с положительной стороны и окончательно закрепились на первой площадке страны ВДНХ. Отделу спорта нравится наша активность. Мы знакомили все лето москвичей с этим замечательным видом спорта. Начали 9 мая турниром. И сегодня мы завершаем этот турниром ко Дню города Москвы. Следующим летом мы запланировали провести крупный международный турнир в районе Центрального фонтана. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.